Создание общественных объединений представляет собой одно из важнейших и неотъемлемых конституционных прав гражданина. Реализация этого права отвечает интересам общества и находится под защитой государства, утверждает законопроект об общественных объединениях, который находится в производстве в Народном собрании Абхазии. Документ гарантирует свободу для создания таких организаций, объясняет само понятие общественного объединения и определяет основы и принципы их деятельности. Также целью законопроекта является регулирование работы международных и иностранных некоммерческих неправительственных объединений в Абхазии, устанавливает правила регистрации общественных объединений и ответственность за невыполнение норм этого закона. Законопроект Республики Абхазия об общественных объединениях должен предоставить право гражданам Абхазии на общественные объединения для достижения ими общих целей, не противоречащих закону. Насколько необходим закон и какие пункты он в себя включает, обсудим с депутатом Народного собрания Абхазии Леонидом Чамагуа. Начнем с очевидного вопроса. Что призвано регулировать данный закон, для чего он вообще разрабатывался и где, в какой сфере он будет применяться? В любом обществе, в любом социуме люди объединяются для достижения тех или иных целей. Если это политические цели, то это политические партии объединения. Здесь идет речь и не только о политических каких-то объединениях, есть еще и объединения, которые могут быть совершенно с вопросами, не относящимися к политике, то есть ряд направлений, этнокультурные направления могут быть и много других направлений. Что касается самого закона, то я хотел бы сказать, что это не закон, вернее, что касается самого проекта закона, к сожалению, он лежит в стенах парламента не первый созыв. За этот период, конечно, он немного устарел. Если вы спрашиваете о причинах, почему столько времени этот закон не попал в график работы и не был реализован в той или иной степени этот проект, то я не могу вам дать однозначного ответа. Не оказался в приоритете, возможно, так, возможно, ряд других причин, но закон, несомненно, необходим, он нужен, он регулирует отношения в определенной сфере деятельности. Здесь очень много полезного, связано, кстати, и с иностранными организациями, действующими на территории Абхазии, желающими создать там какие-то объединения. Да, здесь и со средствами массовой информации, с возможностью иметь частные средства массовой информации. Очень много полезного и нужного. Но, к сожалению, на сегодняшний день, повторяюсь, да, проект этот не реализован в том или в ином виде, закона нету. А каким нормативным актом сейчас руководствуются люди, которые создают общественные организации или те же фонды? Это, опять же, к Министерству юстиции. То есть у них, наверное, есть определенный перечень необходимых документов для регистрации, то есть какие формы и каких документов нужно представить для того, чтобы их зарегистрировали. У нас вообще после распада Советского Союза, насколько я понимаю, если что-то не определено законодательством сегодняшнего независимого абхазского государства, мы отсылаем, если можно так сказать, потребителя закона предыдущему законодательному акту предыдущего государства. То есть если мы не регламентированы в этом плане действующим законом, то учитывается советский закон, наверное. Прописаны в этом проекте закона права и обязанности общественных организаций. Вот что бы вы могли подчеркнуть или отметить в этом плане? Здесь, конечно же, и права, и обязанности общественных организаций прописаны. Здесь и прописаны формы регулирования. Да? Тут, к примеру, могу сказать такую вещь. Допустим, общественная организация не выполняет взятых на себя обязательств или предписанных законом условий. В этом случае прокуратура может приостановить их деятельность до полугода срок, провести разбирательство, предупредить о возможности и необходимости устранения тех или иных нарушений, после чего, если организация устраняет эти нарушения, она может продолжать работать. В случае, если не устраняет, то можно отозвать их лицензию или документы, на основании которых они работают. В наше время, конечно,
Сегодня вот сам проект, он, на мой взгляд, еще раз подчеркиваю, я не юрист, мне трудно, и я ни с кем не консультировался. Вы понимаете, когда мы законы принимаем, у нас есть и аппарат, и помощники, и юридический отдел, которые нам объясняют, что тут так, что не совсем так, что нужно поменять или доработать. Поэтому я сейчас высказываю свое неквалифицированное мнение, но, на мой взгляд, он как база для современного законодательного акта достаточно неплох. Я люблю, когда в законах прописано просто, четко, доступно и коротко. Я не люблю законодательные акты просто потому, что, может, мне не хватает понимания, когда они написаны сложным юридическим языком. Это как раз-таки не тот закон, который таким языком нужно писать. Поэтому в целом, на мой взгляд, он хорош. Здесь есть возможность определить, кто чем должен заниматься и кто за что несет какую ответственность. Но если мы немножечко вот к теме НКО, там действительно написано кое-что об этом. Достаточно, кстати, емко и достаточно тоже, как бы отметили, понятно. Вот. Что вы думаете об этом аспекте законодательства? Показалось ли вам, может быть, что что-то стоило бы добавить или, наоборот, что-то изменить? Ну, первое, что приходит в голову, и мы не можем об этом не говорить, что раз мы предполагаем, да, исходя из проекта этого закона, что на территории Абхазии могут работать некоммерческие организации зарубежных, допустим, каких-то организаций, да, повторяюсь, но в этом случае, конечно, мы должны знать, кто кого представляет. То есть я хотел бы, чтобы это в какой-то степени по аналогии то, что принято в Соединенных Штатах, то, что несколько лет назад приняли в России, да, мне не нравится само понятие иностранный агент, но, как бы, на мой взгляд, немного как будто бы специально подчеркивает некоторую неблагонадежность партнера, если он имеет возможность работать, но называется иностранным агентом. В этом смысле я, конечно, не хотел бы, чтобы у нас такой подход был, но я хотел бы знать, вот вы помните, периодически у нас иногда перед выборами президента, парламента, это было там ряд лет тому назад, появляются какие-то неизвестные люди с бланками каких-то опросов на предмет странных таких этих рассуждений, стоит ли Абхазии войти в состав какого-либо государства и готовы ли мы к этому и так далее. Но был период, это и в средствах массовой информации Абхазии обсуждалось, кто эти люди, непонятно. И я хотел бы в данной ситуации, почему я такой пример привел, да, чтобы мы четко знали, кто кого представляет. Если эта общественная организация финансируется, тут об этом тоже коротко, но говорится, да, какие возможности финансирования, есть понятие членских взносов, есть другие какие-то возможности. И если организация финансируется из-за пределов Республики Абхазия, они, во-первых, финансово должны быть подотчетны нашим финансовым органам. Во-вторых, мы должны знать, чей заказ выполняет та или иная организация. В этом абсолютно ничего плохого нет. Мы также должны иметь возможность в странах, которые нас признали, проводить какие-то опросы. И если это не противоречит законодательству этих стран, проводить какую-то работу, направленную на улучшение там, имиджа Республики Абхазия. Тут много вопросов, я сейчас все подряд не хочу перечислять, но отвечая на ваш вопрос, на чем бы я заострил свое внимание, то вот эти моменты мне кажутся очень важными, потому что не будем скрывать, что немало недружественных по отношению к нам не только государств, но и организаций в государствах, которые к нам вроде и на самом деле относятся дружественно. Поэтому мы должны представлять, с кем мы имеем дело. Ну, как вы отметили, вот это слово «иноагент», слава богу, у нас оно не распространено, но тем не менее, мне кажется, оно действительно имеет такой оценочный окрас, и, возможно, те люди, которые там работают, из-за этого себя могут чувствовать не очень хорошо. Да, ну, я же сказал, но подчеркнуто как-то навязывает идею, что этот представитель этой организации, он
работает на чуть ли не иностранную разведку. Ну, так наша психология устроена, это словосочетание воспринимается так, хотя по смыслу оно, сейчас, если точно по смыслу, это иностранный партнер, можно сказать, партнер и иностранной организации, или не обязательно же, чтобы эта организация была учреждена там за пределами Абхазии, здесь ее филиал присутствовал. Это может быть наша местная организация, которая заключила там какой-то, скажем так, контракт на работу там на какой-то период, да, и на этот момент, ну, не стоило бы их так называть агентами иностранными. Думаю, что достаточно было придумать такое хорошее, лояльное слово, но которое говорило бы, что на этот период сотрудничает с зарубежной организацией. Ну да, мне показалось, что в этом законе как раз и законопроекте он как раз и стремится вот обозначить все вот эти вещи и привести в какое-то определенное русло, чтобы не было ни иносказаний, ни каких-то разночтений и толкований того, чем занимается та или иная общественная организация, которая существует на территории Абхазии. Что еще, на что я еще обратила внимание, там прям четко очень, как вы сказали, здорово и открыто, хорошим языком прописаны все вот эти вещи, которые касаются уставов организации, да, обязанностей, всего того, что вот если человек хочет, допустим, организовать какое-то объединение, то он может спокойно, опираясь на этот закон, этим заняться. И в этой связи, конечно, хотелось бы, чтобы какое-то продвижение этот законопроект все-таки имел. На самом деле, он хоть и написан 8 лет тому назад, мы говорили, это 2013 года законопроект, но за основу взять его можно доработать. Да, за эти годы многое меняется, сегодня еще и у нас там электронные какие-то средства уже связи возникают, может, тут надо отразить как-то особенности их работы, мне трудно об этом сейчас судить, но в общем я могу сказать только одно, чем больше хороших, качественных законов будет в Республике Абхазия, тем легче будет жить нашему населению, понимать, что они могут, что они должны и что нельзя делать. В этом плане, повторюсь, законопроект достаточно хороший, на мой взгляд. Ну, есть у нас норма, которой сейчас придерживаются люди, которые объединяются в какие-то там организации и прочее. Есть такая норма, но тем не менее, в чем вы видите необходимость принятия вот этого закона? Чем он будет конкретно еще, какие бреши, скажем так, он закроет? Ну, в любом случае этот закон будет регулировать отношения между общественными организациями и государством. Это одна самая большая брешь. То есть сегодня я не скажу, что у нас в этом вопросе провал, и у нас есть Министерство юстиции, оно работает, слава богу, есть соответствующие органы, которые занимаются этими вопросами, но чем больше будет регламентированы эти взаимоотношения, тем качественнее будет проходить работа. Мы же, когда говорим об общественных организациях, объединениях, ни для кого не секрет, что за прошедшие годы, ну, грубо скажем так, последние 10-12 лет у нас еще и политическая составляющая как-то периодически она обретает такие формы, которые грозят выйти из-под контроля. И очень часто люди апеллируют тем, что они вот представители там каких-то организаций, они требуют от общественности лица. Вообще тут мы часто сталкиваемся в парламенте с тем, что все выступают от имени народа, представляя небольшую общественную организацию, состоящую из нескольких десятков человек. Человек может сказать, народ требует и так далее. Это правильно, это хорошо, наверное, но тем не менее есть вещи, вот, которые должны быть прописаны. То есть какие-то правила можно за пределы, делать, что нельзя делать, что нельзя дестабилизировать ситуацию в обществе, что можно предъявлять законные требования органам государственной власти, в какой форме их предъявлять, как делать. Это плюс. Минуса здесь не будет, если каждый будет знать, что ему можно. Тем более у нас, вот, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в последнее время у нас вообще вот разного рода организации, в том числе общественные, создаются почему-то на фоне политического противостояния.
Это говорит о том, что общество нездорово в плане, как бы вам сказать, других приоритетов, целей и задач у нас нету, кроме как свержения одной власти и прихода другой и так далее. И дело же не в этом. Наверное, вы обратите внимание, как-то много лет тому назад об этом говорил наше молодежное объединение. Молодые политики, молодежь в политике, молодые дипломаты и так далее. Радует, грамотные, воспитанные, очень хорошо. Но давайте сравним. Мы кавказцы. Я, например, пусть меня правильно поймут, но я не считаю, что мы должны ориентироваться. В первую очередь, это наша абхазская культура, наша кавказская культура. Мы должны ориентироваться на своих братьев, брать все, что возможно от них хорошее, а потом смотреть уже, что в мире происходит. Многие европейские ценности, так называемые ценности, нам неприемлемы, они по своей сути не являются ценностями. Это мое субъективное мнение. Но если у нас, как по примеру наших братьев Северного Кавказа, какие-нибудь молодежные объединения, нацеленные на сохранение наших традиций, на сохранение нашей культуры, на сохранение нашего языка, на сохранение нашей самобытности, они отсутствуют. Они, за редким исключением, пусть простят меня те, кто этими вопросами занимается, они отсутствуют. То есть такое впечатление, после 20 лет каждый хочет стать политиком. Это перекос, говорящий о том, что, возможно, у нас в политике не все так хорошо, потому что в возрасте 25 лет и немного более, ненормально думать о политике. В этом возрасте у людей совсем другие приоритеты. Это дурной пример, который показали мы, люди старшего поколения, люди моего среднего поколения и так далее. То есть мы тоже несем за это ответственность. Но когда речь об этом заходит, мне кажется, ориентироваться только там так, и мы тоже так хотим. Нет, надо делать правильные выборы. И, возможно, с появлением такого закона возникнут инициативы. Я хотел бы очень, чтобы мы с вами говорили на абхазском языке как можно чаще. Я хотел бы, чтобы сегодня лозунг у абхазской молодежи появился, что каждый абхаз должен знать абхазский язык. Не тыкать пальцем тех, кто его не знает, а сделать все, чтобы они знали. А для этого надо просто говорить. Когда вокруг тебя будут говорить, молодежь начнет говорить, это станет модным, будет результат. Сохранение культуры, обычаев. Вы видите, часто приходите в парламент, вы видите, что на улице у стен парламента творится. О каком воспитании можно говорить, как мы себя ведем по отношению к людям. Мы не умеем оппонировать без крика, без драки. Это то, чем гордились абхазы буквально несколько десятилетий назад, то, чем мы покоряли весь мир. Я всегда говорю, это главное оружие. К этому надо возвращаться, умение себя вести. Традиционно абхазы этим отличались, и многие путешественники называли нас французами Кавказа, отмечали. Наша культура, она должна быть приоритетом для наших объединений, организаций. С этого все должно начинаться. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Надеюсь, с тем, что с появлением... Я не могу сказать, каким образом этот закон должен быть принят. У нас 35 депутатов, каждый может его инициировать лично. Есть комитеты, которые могут провести комитетские слушания. Есть спикер парламента, который может дать поручение. Посмотрим, может, успеем в этом году, хотя у нас там плотный график. Может, следующий парламент этим займется. Что вы думаете, может стать таким предметом дискуссии в принятии этого закона, доработки и принятии? Я не думаю, что здесь будут серьезные дискуссии. Одна дискуссия может быть только связанная с тем вопросом, о котором мы говорили, это так называемые иностранные агенты, или тут мнения могут разделиться. Я думаю, будут люди, которые будут настаивать на том, что эта тема вообще не раскрывалась. Но, на мой взгляд, я ничего плохого в этом не вижу, если человек сотрудничает. Это как раз говорит о том, если я сотрудничаю, допустим, с дружественного нам российского государства приедет какая-то организация, здесь учредит или
будет сотрудничать, будет давать какие-то заказы. Речь обычно Что? идет, Речь идет о западных государствах, но мы не можем от них отгородиться, и потом видно будет. Мы же говорим о соблюдении нашего законодательства, я всегда зачем прятаться? Надо требовать строгого соблюдения законодательства. Если я буду знать, что этот человек сотрудничает там с какой-то шведской или там, не знаю, польской организацией, но при этом его работа в Абхазии направлена на позитивные сдвиги в обществе на основе абхазского законодательства, не нарушает его эта работа, почему я должен быть против? Ну, я просто слышала мнение, что для вот этих некоммерческих организаций нужен свой закон, а для общественных организаций остальных вот этот законопроект. То есть не нужно, возможно, их смешивать. Как вы думаете? Не могу вам ничего сказать в этом плане, что в лоб, что в пол. Ну, можно другой законопроект отдельно от этого, можно указать в этом отдельную главу, посвятить этому. На мой взгляд, еще раз говорю, я не юрист, мне трудно о таких тонкостях судить, но абсолютно разницы нету. В законопроекте об общественных объединениях оговариваются вопросы о том, каким образом должна проходить их государственная регистрация и перерегистрация, случаи, в которых можно отказать в регистрации, и устанавливаются права и обязанности объединения. Насколько важен закон об общественных объединениях и что еще он должен в себя включать, обсудим с нашим экспертом. Как вы считаете, актуален? Не актуален этот законопроект? Мне кажется, что нужно посмотреть, насколько законы и нормативные акты, которые сегодня по факту существуют, эту сферу регулируют, насколько они проблемны. Если действительно есть какой-то серьезный пробел, который этот закон может закрыть, ну, наверное, имеет смысл обсуждать. Но я за то, чтобы это все делалось, как бы, чтобы мы отталкивались от нашего контекста. Потому что когда мы привносим что-то извне, это все касается других стран. Другие страны, ну вот, например, если часто у нас бывает такая практика, мы какие-то законы переносим, там, скажем, из российской действительности. Насколько это актуально для нас, тема, нужно смотреть. То есть я за то, чтобы был такой здравый подход. Слепое копирование, мне кажется, ни к чему хорошему не приведет. То есть, если, например, в огромной стране, да, что-то нужно регулировать и дополнительно как бы какие-то регуляторные нормы вводить там отдельными законами, наверное, там это имеет смысл. Но имея в виду Абхазию, имея в виду наш небольшой масштаб, можно сказать, мизерный, да, по сравнению с огромной страной, такой как Россия, возможно, какие-то нормы, законы имеет смысл подумать, стоит ли нам усложнять ту конструкцию, которая уже есть по факту. Тем не менее, вот есть же у нас такая проблема, когда эти объединения очень мелкие. В этом законе как бы озадачивают, да, вот эти организации иметь статус члена, да, как-то описывается. Разве для нас это не важно и для нас это не проблема в какой-то степени? Ну, я так думаю, что если у нас есть какие-то организации общественные, которые недолжным образом как бы соответствуют каким-то критериям, то нужно провести сначала ревизию, наверное. Ну, вообще, мне кажется, правильным образом было бы в основу такого законопроекта, подобных законопроектов, положить анализ существующей ситуации. Какова практика у нас, какие нормативы, насколько выполняются, какие проблемные моменты. Вот если бы такой всесторонний анализ был сделан, то нам было бы проще сегодня с вами этот вопрос обсуждать. И мне кажется, прежде чем как бы приступать к тому, чтобы вот как-то актуализировать этот законопроект, да, и вносить его, и реально принимать, мне бы хотелось вот увидеть такой, что ли, глубокий анализ ситуации. Сколько этих организаций, насколько они активны, потому что в законе о некоммерческих организациях есть, насколько я помню, есть форма для членской организации. Почему эта норма и этот закон как бы не устраивает, и нужно расширительное, как бы нужен еще как бы дополнительный законопроект,
для меня это вопрос. В законопроекте ничего разве не указывалось по поводу того, источники финансирования вот этих организаций? Но источники финансирования, все, что сегодня делают организации некоммерческие, так они у нас в законе прописаны, и часто их называют неправительственными, там, общественными, но у нас есть норма, да, закона некоммерческая организация, НКО. Вот отталкиваясь от этой нормы, мы можем точно сказать, что все организации, которые сегодня существуют в Абхазии, они, все на учете стоят в налоговой инспекции и регулярно сдают балансы. То есть финансовая сторона деятельности организации отражена там. И любой вопрос, который возникает, этот вопрос можно задать нашей налоговой службе, людям, которые пишут там отчеты, и спросить, собственно, чего там не хватает. Другой момент связан с Минюстом, да? То есть Министерство юстиции, все организации, которые сегодня зарегистрированы, они проходят регистрацию в Минюсте, они имеют все без исключения имеют учредительные документы, уставы, где цели, задачи и так далее, все это прописано. Интересно понять, где этот пробел. То есть я часто слышу тоже на просторах интернета, еще чего-то, люди, которые, может быть, не совсем хорошо знают существующую специфику, им кажется, что общественные организации, они сами по себе существуют. Но это неправда, это не так. То же самое касается, кстати говоря, скажем, международных организаций, которые присутствуют в Абхазии, которые там, скажем, проводят иногда, их не так много. Хотелось бы, чтобы внимание со стороны международного сообщества было побольше. Но мы и так имеем малое, и это малое, оно достаточно зарегулировано в том смысле, что любой представитель международной организации, приезжая в Абхазию, первым делом идет к нашей власти, любой власти, да. То есть они встречаются с представителями МИДа, они встречаются с представителями Кабинета министров. Если этот вопрос, там, скажем, связан с пальмами, да, есть международные организации, которые помогают Абхазии в этом вопросе, в том, чтобы бороться с вредителями инвазивными. Эта история не такая давняя. И они идут, скажем, в тот же Минсельхоз, да, то есть в отраслевое ведомство. И все эти шаги, да, все эти круги, они проходят. То есть сказать, что какая-то международная организация появляется в Абхазии и что-то делает без ведома наших властей, для меня это вообще сложно представить. То есть каждая из этих организаций получает добро на свою деятельность, на свой мандат в стране. Например, там, скажем, Международный Красный Крест. Вот он занимается чем-то, да, вот когда-то они занимались, скажем, вопросами ампутантов, да, и создали до сих пор работающий ортопедический центр, да, ортоцентр в Гагре, который обеспечивает всех наших ампутантов бесплатными протезами. Да, и там обучены люди и так далее. Это был проект Международного Красного Креста, который затем был передан нашему Минздраву. Да. И таким образом все эти годы, сколько этот проект существовал, все эти годы, вся повестка, все действия, которые там проводились в рамках этого проекта, да, они все были согласованы по линии нашего Минздрава, правительства, президента, кто на тот момент представляли власть, эти люди были в курсе того, что эти люди делают, да. То же самое касается любой другой организации. То есть, если объявляется какой-то конкурс на гранты и так далее, это все делается сначала при согласовании в этих структурах. Вот, например, ковидные эти всякие дела, очень большая помощь шла по линии международных организаций. UNDP, например, ЮНИСЕФ, да. Я могу там что-то забывать, есть разные такие организации. Эти организации не могут, в принципе, что-то делать без ведома нашего правительства. Разве не лучше, чтобы все это было прописано в законе, какая-то схема действий, скажем так, тех организаций, тех людей, которые хотят создать объединение или хотят начать работать, открыть свой филиал в Абхазии?
Ну, вы знаете, мне кажется, это опять же нужно прежде всего понять, насколько есть пробел. Вы правильно поставили изначально вопрос. Я не могу утвердительно ответить на этот вопрос. Если, например, наши депутаты возьмут в производство этот законопроект, мне кажется, это логично, я еще раз повторюсь, чтобы сначала был вот такой анализ, потому что в любом случае, принимая законопроект, не учесть того, что есть, невозможно, потому что этот закон должен быть вписан в общий контекст, да? Он должен не противоречить другим законам, нормативным актам. Это все должно быть приведено как бы в соответствие. Но это логично. И я говорю лишь о своем опыте, может быть, он недостаточен, да? Но у нас просто, я представляю некоммерческую организацию, благотворительную, и, например, там, скажем, тот же статус благотворительности у нас выдается не всем организациям, да? То есть при Минюсте комиссия, эта комиссия рассматривает содержательного порядка отчеты, в которых организация обосновывает, почему она занимается благотворительностью. И эта комиссия, члены этой комиссии могут, в принципе, назначить какую-то проверку. Да? И я, честно говоря, был бы счастлив, если бы, там, скажем, к нам пришли и спросили, а кому вы, например, раздаете коляски? И я бы нашим чиновникам показал и рассказал, и сказал о том, кто эта целевая аудитория, если вдруг у кого-то есть понимание, что, может быть, это избыточная деятельность. Да? Ну, может быть, люди считают, что а зачем нам столько колясок привозить? А мы считаем, что мы столько лет работаем, и мы привозим эти коляски, раздаем, и не только мы, другие организации, да, прекрасные, такие как вот сейчас мы сотрудничаем там с фондом Ашана для детей, коляски везем, с фондом Керас, да, для сельских детей. И, соответственно, вот это все, вот эта деятельность вообще по-хорошему, да, нам бы иметь какую-то поддержку со стороны того же государства, да. Получается, все послевоенные годы мы закрываем эти дыры в социальной политике государства. И в этом плане переосмысление тоже должно быть. То есть помимо того, что какой-то, возможно, закон нужно принять, который бы как бы дополнил вот это регулирование, если такие пробелы есть. Я лично считаю, что нет такой проблемы, чтобы кто-то боялся там лишнего регулирования. Проблема есть такая, что нам нужно в принципе определиться с отношениями между государством и общественным сектором. Вот, между государством и бизнесом, например. И вот эти вот три составляющие, они в нормальном, здоровом обществе, они друг друга дополняют. Да? Дополняя друг друга, мы получаем лучший результат. Ну вот хороший пример, кстати говоря, это вот эта ковидная история. Посмотрите, как много всего сделало, скажем, сделало наше бизнес-сообщество. Как много всего сделала общественная организация, вот абхазская, московская диаспора, да, Беслан Агарба. Ну, это прямо удивительным образом можно увидеть, как общественные, государственные и бизнес-структуры объединили усилия перед общей бедой, и результат был налицо. Это самый хороший пример. Почему? Потому что это кризисная ситуация, которая заставляет нас мобилизовать все возможные ресурсы. И вдруг оказывается, что мы нуждаемся друг в друге. Что нам не нужно как бы разделять общество вот на по каким-то границам, по каким-то значит, параметрам. Нашему государству хорошо бы научиться работать с тем массивом информации, который у них уже есть. Потому что какого-то анализа, да, там, скажем, совокупного, да, деятельности общественных организаций, кто сдает, как, насколько они активны, неактивны, какой профиль и так далее. Вот здесь, мне кажется, самому государству хорошо было бы разобраться. И таким образом разобраться, чтобы, например, посмотреть на тот же российский опыт. Да, мы постоянно как бы озвучиваем какие-то вещи, но должен вам сказать, что в России, например, есть система там, государственных грантов, да, президентские гранты. И наши коллеги в России, они получают периодически поддержку, скажем, организация занимается там, какими-то социально значимыми вопросами, она получает поддержку от государства. Государство берет эти организации как бы в помощники. И это считается нормой сегодня для современного мира.
У нас пока это все в таком зачаточном состоянии. Нам нужно подумать о вот такого рода системных изменениях, и мне кажется, это дало бы результат хороший для нашей страны, для нашего общества. Это пробелы, это вот явные пробелы, которые ничем не заполнены. И это ненормально, когда общественные организации иногда в силу обстоятельств, в силу того, что государства не доходят совсем руки, да, общественные организации закрывают такие темы, как, скажем, вот то, о чем я вам сказал, скажем, когда мы привозим там те же коляски, да, но государство обязано участвовать в этом. Да, если мы строим государство, если мы хотим, чтобы мир признал нас, то есть какие-то нормы, которые, они обыкновенно присутствуют в любой стране. То есть это ожидание от любой страны, от любого государственного аппарата, который есть в стране, да, власти. Эти вопросы закрываются. Это называется социальной политикой. Вот в социальной политике, например, я в этом вопросе лучше разбираюсь. У нас серьезные большие пробелы. У нас прям дыры, можно сказать, кричащие, которые нужно заполнять. Я понимаю, что мы выращивали эти проблемы долгие годы, не только в этой сфере социальной, мы можем вспомнить и энергетику, и что угодно, но это не суть. Главное, что если системного подхода нет, то всем плохо от этого. А если есть системный этот подход, и если, например, мы будем думать о том, чтобы, если регулировать, то нужно думать о том, какие еще возможности давать тоже. Это одно должно быть, то есть права и есть обязанности, да, как у любого гражданина, точно так же есть такой же комплексный подход должен быть и к организациям, чтобы мы с водой ребенка не выплеснули. Вот это важно, мне кажется, возникновение, как грибы после дождя, организаций различных перед какими-то выборами, или парламентскими, президентскими, неважно, муниципальными и так далее. Какие-то общественные организации начинают вдруг резко создаваться, а потом о них уже никто и не слышит. Я не знаю, можно ли вот эту проблему как-то регулировать, и в этом проекте я тоже ничего не увидела, но тем не менее, вот этот вопрос, он волнует вообще просто людей. Даже если они не зарегистрируются, но кто запретит людям объединиться и выступать в поддержку той или иной политической силы? А мне кажется, здесь есть определенный пробел или определенный дефицит, который связан с тем, что мы не даем развиваться партиям. У нас у партии занимаются политикой. Но так как партии у нас лишены возможности полноценно развиваться, и они, в общем-то, в реальной политике не участвуют, то есть мы все выбираем конкретных людей, да? Это такие клубы по интересам. И партии наши – это квазипартии, да? Это, часто это вообще организации, которые, сомнительно, что в них состоят люди, которые вообще задекларированы, сотни членов партии, делегаты и так далее. Все это такая бутафория. И в данном случае мне кажется, что можно как раз обратить внимание на эту сферу. Если там такие подпорки появляются, такие организации-однодневки на выборы, может быть это потому, что партии чувствуют себя очень слабо. Им нужны вот эти подпорки, да? Им нужны вот эти костыли для того, чтобы побеждать на выборах. Если мы переформатируем нашу политическую систему, и если мы придадим другой, иной статус партиям и возможности им играть, что называется, по-взрослому, да? На политическом поле, играть в парламенте том же, и от них что-то будет зависеть, я думаю, что им уже не нужны будут эти костыли. Вот это все сойдет на нет, потому что партии станут полноценными игроками. Вот, мне кажется, этот дефицит, этот вакуум заполняется вот таким суррогатом на каждые выборы. Мы ничего с этим не сделаем, но вы верно совершенно, мне кажется, угадываете вот этот проблемный момент. Я его вижу вот так. Мне кажется, что если мы нормальным содержанием заполним этот процесс, да, тот же предвыборный процесс, и если у нас публичная политика не будет случаться раз в 5 лет, когда мы президента, да, выбираем, а она будет каждый день, то все будет нормально. Сами партии будут полноценными, туда люди будут приходить, они будут заниматься какими-то важными вопросами, и они будут представлены в парламенте.
Это важный момент. То, что сегодня, к сожалению, все это очень размыто. И если мы не проведем такой реформы, то я боюсь, что мы никогда не уйдем от этого состояния. Нам нужно взрослеть. То есть мы должны перестать играть в дворовой футбол. Потому что наши соседи, там, скажем, оппоненты на международной арене, да, и целая страна, такая как Грузия, к сожалению, с которой у нас не заключен мирный договор, они играют в профессиональные лиги. И мы должны тоже там играть. Наши политики должны быть готовы давать, значит, отпор. Они должны быть готовы проактивно что-то предлагать. А для этого нам нужно, чтобы эта сфера становилась более профессиональной. Чтобы случайные люди не попадали в политику. Потому что как формулировать, как излагать, как вникать и так далее, нужен какой-то все же бэкграунд. И в этом смысле вот то, что сегодня у нас существует, к сожалению, позволяет очень много случайных людей появляется в политике. Как только мы изменим эту картинку, я думаю, что и ситуация с этими вот объединениями, да, однодневками, такими пустышками, что ли, она тоже уйдет на нет. В этом законопроекте что-то привлекло ваше внимание? В этом случае, в случае такого законопроекта, который лежит вот уже там сколько, 7 или 8 лет, да, в парламенте, ну, может быть, имеет смысл понять, почему он так долго лежит и не востребован. Может быть, действительно какие-то другие нормативные акты заполнили эту сферу. Если они неправильно заполнили, тогда, наверное, имеет смысл их отменить и принять какой-то новый закон. Но если они вполне себе регулируют эту сферу, я не могу утверждать ни того, ни этого. Да, я не знаю, как это регулируется. Ну, проблемы есть, как вы сказали. Насколько этот закон решит эти проблемы, ну, хороший вопрос. У нас тоже проблема такая, что мы пишем хорошие законы, но потом забываем, что их нужно выполнять. То есть правоприменительная практика – это важно. Важно понять, как сейчас это все работает. Вот. И если, например, тот же Минюст, ну, мне кажется, им и карты в руки. Они могли бы такой глубокий, расширенный анализ сделать и явить, и сказать, да, действительно нет проблем, или да, есть проблема, и в каком виде эту проблему нужно решать. Законопроект об общественных объединениях был внесен для изучения и рассмотрения в парламент Абхазии в 2013 году. Пока в республике руководствуются законом 1997 года об общественных объединениях, политических партиях и движениях. Когда будет в приоритете работа над новым законом, насколько документ нуждается в доработке, сможет ли он учесть все вопросы и нюансы, касающиеся права граждан на объединение? Ответы на эти вопросы пока остаются открытыми.